На самом деле непросто. Тем более, что я родился в Абхазии, в Сухуми, и вырос здесь, и вырос со всеми теми, с кем сегодня работаю. И у разных людей разное мнение о том, какой должен быть президент Абхазии. Откровенно говоря, есть категория, которая считает, что президент должен быть жестче, наказывать сильнее. Другая говорит, нет, хорошо, что человек доступный, с которым можно говорить. Я уверен в этом. Народ избирает руководителя, чтобы он был с народом. И знаешь, Катерина, я всегда говорил во время предвыборной кампании 5-го года и сейчас, что я не иду править в Абхазии. Президент должен приходить управлять на 2 срока, если он работает. Поэтому я думаю, чем он ближе с людьми, не фамильярничая, не сюсюканьем заниматься, а уважая личность, кто бы он ни был, простой крестьянин или великий чиновник, министр, не имеет значения. У меня такой стиль работает. Насколько он оправдан в Абхазии, я думаю, да. Потом, знаете как, каждый руководитель должен быть в том стиле, который соответствует тому или иному периоду жизни государства. Да, была война, была жесткость, была дисциплина. У людей слишком много с этим связано. Сегодня мирное время. Сегодня нужно все сделать, чтобы людей перевести на рельсы мира и развития. Я уже говорил об этом. Это нужно ломать здесь, в головах, чтобы люди почувствовали теплоту. Они видели много жестокости и горя. Вот исходя из всего, я думаю, что правильно. И я, и те, кто рядом со мной, правильно ведем это отношение с нашим народом. Вначале было все остро ощущалось, и отношения, и некие действия против. Это использовалось в предвыборной кампании, это использовалось оппозицией. Ну, пока человека не узнали, это нормальный человек, нормальная семья. И в конце концов, все должны понять одну вещь. На свете нет наций плохих, есть политики негодяи. А от того, какой будет у тебя состав семьи, как они будут себя вести, зависит от человека, который сегодня возглавляет тот или иной политик государства или какое-то направление. В этом плане у меня проблем нет. Считаю, что моя семья – это мои помощники во всех делах. Я стараюсь меньше их подпускать вообще к делам государства. Ни сын, ни супруга, ни тем более дочь. У них свои обязанности перед своей семьей. Один занимается там юридическими делами, дочка замужем. Супруги своих много обязательств. Вот. И не факт, что всегда, когда супруга очень близко подходит к власти, к такому популярному человеку государства, что это может сыграть какую-то положительную роль. У меня немножко другой взгляд на эти вещи. Я не консерватор, но у семьи должно быть свое место в жизни государства, у президента страны свое. А как она все это переживала? Спокойно, спокойно. Она прекрасно понимала ситуацию, она знала, что это будет. Да. И проблем больших нет. Почему? Потому что так или иначе, жизнь так сложилась в государстве нашем, что мы были в составе Грузии. Что были, естественно, отношения, что жило много кругом грузин, мигрельцев, другой национальности. Очень много смешанных браков. Еще раз я говорю, а как переживать то, что очень много грузинской национальности ребята, герои Абхазии. Что матеря, которые потеряли грузин ребят, у них 1-2, они воевали за абхазов. Ну, понимаете как, в каждом случае нужно подходить конкретно. Поэтому здесь эти вопросы, они уже потихонечку их начинают понимать. Абхазия больше никогда не будет в составе Грузии, она признанное государство. Мы за нормализацию отношений. Конечно, после признания Грузии независимости Абхазии. Чем быстрее она это сделает, тем быстрее наладятся человеческие отношения. Грузии нужно перестать, не разговаривая с Абхазией,
значит, кричать на весь мир, что это Россия, оказывается, мешает Грузии жить нормально в этой жизни. В России другие совсем отношения к нам и Грузии. Об этом это озвучивали же российские руководители. Поэтому им нужно говорить с нами. Они здесь бед очень много натворили. И еще много нужно сделать для того, чтобы народ абхазский как-то с теплотой и добром относился. Поэтому им нужно уметь говорить с нами и решать эти вопросы. Позиция. Но никто не отодвинет Грузию от Абхазии, Абхазию от Грузии. Нам суждено жить рядом. Поэтому нужно признавать Абхазию и налаживать нормальные отношения между двумя независимыми государствами. Вы знаете как, когда человек начинает осознавать, что в основном он сам решает свою судьбу. Когда он начинает понимать, что он гарантирован сегодня тем, что завтра его сын не поедет воевать и его не убьют. Когда ты начинаешь осознавать, что ты добился того, к чему стремились поколения до тебя. Одно, второе, третье. Много людей пострадало. Ведь часто задают этот вопрос, что такое для вас свобода, что такое независимое государство. Поэтому для меня это свобода выбора того, к чему я стремился, к чему достиг я и народ. Это самое главное. И это трудно передается ощущение вообще на словах. Когда 26 августа, 2 года назад, Дмитрий Анатольевич объявил о признании Абхазии и Южной Осетии, конечно, это было ни с чем не сравнимые чувства и ощущения. Чувство того, что ты можешь сам решать свою судьбу. Вот как это сделать? Конечно, это посложнее. Чтобы в твоей стране, в твоей республике это ощущалось. И в прессе, и в личной жизни, и в правах человека. Это огромный комплекс вопросов свободы. Почему? Потому что все должны понимать, свобода – это не вседозволенность. Вседоступность – да, отношения – да, но не вседозволенность. Вот мы еще в Абхазии должны научиться ценить, что такое свобода, которую вы получили сегодня. Самый главный вопрос. Ведь наше богатство было в отношениях людей. Мы так и называемся страной. К сожалению, в последние годы люди, которые почувствовали развитие бизнеса, движение средств, богатства, начинают уходить от неких главных вопросов, чем Абхазия была прекрасна. Я был вот сейчас, вы знаете, и в Никарагуа, и в Венесуэле. Красивейшие государства. Красивейшие. Красота страны – это красота души ее народа. Вот мы об этом нельзя забывать. Поскольку прошлый год, нынешний показывает, что когда мы устремились на большие заработки, когда увидели все эти движения, начались такие процессы, как невоспитанность проявляться, в неких случаях хамство проявляться. Когда человеку без разницы, что о нем подумать отдыхающий, он должен взять, получить свои деньги. Вот этого делать нельзя. Потому что любовь к Абхазии развивалась веками. А потерять отношение народа можно в течение одного сезона курортного. Вот это должны все знать. Ну как? Не остановим же. Деньги делают чудо. Да, нет, ну, конечно, будем думать, будем решать. И, наверное, для этого существуют и институты пропаганды, и советы старейшин, и наши совещания, то, что мы делаем. Почему? Потому что будем все эти пресекать. Поднимать на высокий уровень такое понятие, как апсвара, это вот отношение абхазца ко всем окружающим. Есть великая наука, есть великая история, которую в нас вложили наши отцы. Вот этих вещей забывать нельзя, понимаете как? И сложный, да, сложный процесс, тяжело делать. Но это не только дело власти, это дело общества.
которая хочет: сохраняем мы Апсора, сохраняем свой язык, сохраняем свою культуру, сохраняем свою самобытность. Ну а стать все вместе коммерсантами средней руки, хорошо жить, ездить на Лексусах, ну этого может добиться. Но не потеряв, не дай бог, потеряв основное, то, на чем мы вообще выросли. Да, я понимаю, с другой стороны, знаете, как мы не можем не развивать курорты. Это основной бизнес, основной доход народа и государства, бюджетообразующая сфера. И, конечно, будут фешенебельные гостиницы, конечно, будут отели строиться, здравницы хорошие строятся. И как здесь выдержать глобализацию, которая проходит во всем мире, уровень сервиса, вот, жить по нормам международным и сохранить свои нормы. Ведь мы независимое государство, правда, собой. Мы субъект международного права, мы им становимся. А для этого должны жить по нормам международного права. Но они не всегда совпадают с нормами жизни абхазов, как таковых, как этноса. Это во многом проявляется. Здесь найти баланс не очень просто, но искать его надо. Это порядочность, это совесть, это воспитание, это отношение к старшему, отношение к младшему. Это философия абхаза, это философия его. Вот ее нельзя забывать. Это когда старик, он разговаривает с ребенком на языке ребенка, не покажет, что он выше. Поэтому вот то, что сегодня уходит, к сожалению, это проведение наших свадеб, похорон, это традиция, это язык, это огромный комплекс. Естественно, в каждой стране свои проблемы. Одни развиваются сильнее, другие слабее. Венесуэла по сравнению, скажем, с Никарагуа, да, она помощнее, но там нефть, там был режим совсем другой. В Никарагуа, да, уровень жизни может быть чуть пониже. Это в основном аграрная страна, страна, которая очень много перенесла. Это, вы знаете, как режим на Сомосе, это уничтожение людей, это гражданская война. Не будет развиваться ни одно государство, когда в ней нет стабильности. Всегда распри внутри государства, они отбрасывают его на много-много лет вперед. И Даниэль Ортега личность авторитетная, узнаваемая в мире, хороший руководитель, хороший семьянин и очень приятен в общении. Иногда ты так можешь, так смотрим, из руководителя государства делают монстра, показывая его. Мне очень понравился Уго Чавес. Открытостью, контактностью. Ну, понимаете, я понимаю, что каждый политик может играть, там, показывать свое, но то, что я там видел, я же тоже не вчера на свет Божий родился, и я распознаю людей, кто играет, а кто это от души делает, от души. И очень авторитетное там, конечно, руководство Российской Федерации и Россия как страна. Вот этим нужно дорожить. Мы один раз, развалив Советский Союз, ушли из этих краев, теперь возвращаемся. Вот нужно, чтобы возвращение было то ли стабильным, сильным, спокойным. Это развивающие страны, это перспективные страны, и Куба, и Никарагуа, и Венесуэла, страны Альбы, куда входит много государств. Поэтому сразу делать полный анализ, наверное, сложно. Но мы же тоже готовились, когда ехали туда. Но я думаю, что это хорошее направление для отношений и вхождения бизнеса вообще в эти страны. Ну, мы выросли в этой системе, я вырос. И, естественно, так государство не могло развиваться.
Почему? Потому что догмы того времени нужно было убирать. Вот сейчас я в некоторых странах, которые был, не буду называть, они просматриваются тоже. Очень тяжелый будет прогресс. С другой стороны, вы понимаете, все ведь в руках государства и власти государственной. Китайцы сумели, не уйдя от основной позиции партии, создать государство, и будь здоров какое. Я много сказано на этот счет, я не хочу долго говорить. В нынешней системе люди наверняка будут жить лучше, будут жить богаче. Но тех отношений, что были в Советском Союзе между людьми, они вряд ли восстановятся. И как бы ни ругали ту систему, одного она добилась. Тогда было единство нации. Были проблемы, были недоработки, но это была единая страна, где, сидя за столом, ты не ощущал, здесь еврей сидит, русский, грузин, татарин или кто-нибудь. Мы, правда, были едины. Так жизнь складывается. Теперь нужно исправлять. Есть опыт того государства. Никто не говорит об объединении, сейчас скажем, опять Советский Союз. Но ведь никто не запрещал и не может восстановить границы между человеческими отношениями и чувствами. И вот то, что делает сегодня руководство Российской Федерации в плане стран СНГ, их отношений, встреч, вот начинать нужно с восстановления этих чувств, этих качеств. Дальше покажет экономика, покажет развитие. Да, я крестился, меня крестили в 95 году в Свято-Даниловом монастыре. Абхазия православная страна. Но, конечно, в период Союза о православии особо говорить было сложно. Видите, мы восстанавливаем храмы православные. Мы хотим сделать наши святые места местом паломничества православных. Почему? Потому что вакуум в духовной сфере, он быстро заполняется. Вот нельзя упустить этот момент. Понимаете, о чем я говорю? И та терпимость, которая есть в НР, это правильно. Это Конституция, это государство гарантирует вероисповедание. Она гарантирует гарантии каждому заниматься тем, чем ему нравится. Мусульмане, у нас католическая есть церковь, еврейская синагога, значит, естественно, православные храмы. Это сложный баланс, но его нельзя нарушать. Вот он устоялся, его нельзя нарушать. Когда одна вера начинает говорить, что вот нам больше, нас лучше, мы будем здесь решать вопросы, тогда начинается дисбаланс и начинается конфликт. Поэтому вот для государства самое главное сдерживать и удерживать такой баланс. Ну, ведь по большому счету основой любой веры, конечно, было язычество. На чем-то начиналось это все. Поэтому и у абхазов, оно очень традиционно сильное было развито язычество. И некоторые симптомы сохраняются сейчас. Да, люди ходят в храм и все, но они у себя дома это делают. Молили некие места, где собирается фамилия, собирается род. Ведь это вкладывание души в то, во что ты хочешь верить. Кто-то это делает, придя в церковь, ставя свечку, кто-то это делает у себя. Поэтому оно так и уживается. Меня когда крестили, я в 95 году, оно так совпало, что попал я в день Сергия Радонежского во время крещения. И он спрашивает меня, говорит, как имя твое, сын? Я говорю, Сергей. Он говорит, ты счастливый человек, как раз попал в день. Приходить нужно к этому. Быстро никто не приходит. Но человек должен стремиться к духовности. Я воспитан на других немножко аналогах, это и комсомол, это и партия, где вообще говорить об этом было нельзя. Кстати, это была самая большая ошибка. То, что было в коммунистической партии в период того времени, когда нужно было параллельно развивать и то, не превращать одно в догму другого. Поэтому к этому нужно идти. И
Эти вещи закладывали у нас родители наши, меня мать закладывала. И я не был особо ортодоксально верующим человеком, но я всегда понимал, что человек должен во что-то верить. Так устроено человечество. Одни верят, что Бог есть, другие верят, что Бога нет, кощунствуя, но и те верят. Поэтому я считаю, что это основа, от которой должно развиваться все остальное. Дальше развитие. Развитие в первую очередь экономики. Как бы там ни было, нельзя стоять на месте, достигнув какую-то цель, хлопая в ладоши, что вот мы такие счастливые, признанные, знаете, как и все остальные, помогайте нам. Нет. Всегда будет абхазский народ, я в этом уверен, признателен Российской Федерации за то, что произошло. И сегодня, второй год независимости, да и до этого, нам помогает Россия. Помогает становиться на ноги. Это не вечная будет помощь. Это будет помощь, которая должна затем работать на экономику страны. Надо учиться обеспечивать себя самим. Время, когда мы говорим, знаете, мы маленькие, мы вышли после войны, нам очень тяжело и так далее, оно проходит. Наступает время, раз ты свободен, ты независимый, ты претендуешь на высокую планку, и мы ее, кстати, развиваем, вот, нужно работать. А работать просто декларативно тоже невозможно. Поэтому те соглашения, которые сегодня мы подписываем с Россией, вот подписали несколько с Никарагуа или с Венесуэлой, это все направлено на развитие государства и экономическую безопасность. Экономическая значит политическая безопасность. Это те договоры о военном сотрудничестве с Российской Федерацией, которые есть, с пограничной службой России. Вот все это должно в комплексе дать развитие. Почему? Инвестиции и бизнес идут туда, где стабильность. И политическая, и где есть реальное невозобновление войны. Сегодня мы этого достигли. Это первый этап. Дальше развивать все то, что у нас есть. Это коммуникация, это энергетика, это железная дорога, это движение грузов, товаров, курортную сферу, мелкий, средний бизнес. Нам никто это не мешает делать. И нам нужно это делать чем быстрее, тем лучше. Мы небольшая страна, у нас небольшие объемы и просторы, поэтому их будем развивать быстро. Мне еще осталось где-то 4 года, 4,5. Многие спрашивают, а как дальше? Никак. Закон не закон, есть Конституция. Создать условия, хорошую базу для роста экономического, для процветания страны. Мы можем это сделать. Вот моя мечта. Я в политике уже почти 40 лет. Вот ни разу я не приходил во власть, меняя руководителя, это было и советское время, что было, вы знаете, вот пришел намного сильнее того, кто был. Так складывается мнение у населения, ну, его не учитывать тоже нельзя. Конечно, все хотят стабильности, хотят спокойствия, что вот если он уйдет, там все, на этом мир закончится. Но не закончится. Появятся к этому времени, поверьте мне, и молодые, и те, кто работает с нами сегодня, кто с нами пережил самые сложные времена. Один силен, скажем, во внешней политике, другой в хозяйственных делах, третий прожил серьезную жизнь, у четвертого еще какие-то есть свои плюсы в характере, в работе. И таких людей немало в Абхазии. Я их могу называть, что человек 5-6. Которые запросто могли бы руководить. Кое-что, может быть, нужно менять из того, что у нас есть в Конституции. Но я против того, чтобы мне предлагают это сделать. Я против того, чтобы влазить в Конституцию постоянно. Есть много абхазов, которые живут за пределами Абхазии, с великолепным образованием, которые могут приехать сюда, жить здесь, готовить себя для политической работы.
Это ведь не просто слова служения Родине, приехать от всего отказаться и жить не очень такой жизнью свободной. Президента не очень свободная жизнь. Это сложно, но я думаю, что такие люди есть в Абхазии, их немало. И мы подготовим такую людей категории. И не обязательно, что это был человек, который работать будет именно под президента, который уходит с должности. Не нужно этого абсолютно. Он должен быть со своим «я». Вот. Но здесь, конечно, нужна поддержка народа. И тот, кто себя готовит к власти, он должен суметь найти с нашим народом, с нашими людьми. Они его должны понять, они его должны поддержать. Никакая партия, никакое движение не сможет поддержать лидера, если его не полюбит народ, его не оценит народ, будем так говорить. Болезненный вопрос, очень болезненный всегда. И мне тоже не всегда это понятно, поскольку я и оппонентом, и оппозиции, которая, уверен, должна быть. Уверен абсолютно, потому что пока она есть, власть и президент делают мало ошибок. Но она должна быть конструктивной. Она должна уметь не оскорблять личности людей. Ведь скатиться на сведение счетов легко. И легче всего это делать президенту с его возможностями, властью и управлением. Вот как здесь выдержать это и подготовить государство к тому, что следующие выборы – это всего лишь выборы. После выборов жизнь не кончается, она продолжается, она должна продолжаться. Да, до выборов есть мнения, есть позиции, споры, но закончились выборы, и мы должны так подготовить, чтобы выбор стал опять единым, чтобы все поддержали и уважали выбор большинства населения Абхазии. Легко сделать? Наверное, нелегко. Но мы ведь тоже учимся демократии. И нужно этому учиться и дальше. А сильно жрут? Да я бы не сказал, нет. Нет. Ну, есть материалы, есть статьи. Потом ведь нет ничего реального. Нужно что-то сказать. Ну, оппозиция есть оппозиция. Она никогда не будет говорить, что вы знаете, вот эта власть там хорошо сделала дороги, мосты, школы. Это оппозиция. Она стремится к власти. Она будет говорить о таких гадостях, ну, которых вообще нет рядом. Информация запускается, а потом ты думаешь, есть такое или нет. Это же известный прием, в принципе, он не нов, но я не думаю, и потом я не очень сильно обращаю внимание на то, что они говорят, поскольку у них есть мнение свое, такое же, как и у нас есть мнение свое. Вот если они считают, что они правы, сделать нужно очень просто: победить на выборах и свою правду претворяйте в жизнь. А так, это политиканство. Больше ничего. Вы знаете, разделение внутри государства. Чтобы вот внутренняя ситуация, она не вышла в какой-то стадии из-под контроля. Это очень такой острый вопрос. Почему, объясню? Мы вышли из войны. У населения на руках еще очень много оружия. Люди горячие. Да, мы так сдерживаем более-менее преступность, хотя факты проявления есть, то там, то там. Ну, в каждом государстве есть преступность. Я когда сейчас побывал в некоторых странах, когда в неделю 70 человек убивают на улице, вы знаете, как у нас здесь рай, по большому счету. Но нужно готовить закон об обороте оружия. Нужно изымать потихонечку оружие, выкупать это оружие. То есть страну делать политически стабильной. Малые страны ничего не убивают, кроме как внутренние распри. Здесь сильно развита семейственность, фамильные сходы, все. Вот здесь вот один только момент. Меня-то уже ничего не пугает, потому что я человек, который один срок отработал, второй дорабатываю. Я сумею красиво, спокойно завершить то, что я начал. Вот. Но как дальше будет?
как дальше будет. Ведь может прийти во власть человек более эмоциональный, более конфликтный, который скажет, что вот эта вот мягкость нам не нужна, нам нужна жесткость. Мы народ, который любим палку. Вот, а эта палка может такую роль сыграть, что здесь может вспыхнуть, конечно, серьезные волнения. Вот этого допускать нельзя. Ну, это самое главное место, на мой взгляд. Во-первых, я вырос на Брехаловке тоже. Да, ну я в Сухумске сам, и будучи студентом, мы начинали пить кофе. Она была немножко в другом месте. Но ее перенесли сюда. А что значит перенести Брехаловку? Объясню. Она была со стороны гостиницы Рица, с левой стороны, и после войны туда попал снаряд, ее разбомбило, все снесли территорию, почистили. Вот там, где будет сейчас российское посольство. И мы, когда в город вошли, собрались, вышли на берег, ни черта нет, поставили будочку металлическую. Потом я собрал, я был первым замом предсовмина, я собрал, значит, работяг, пришли, а кто там, мастеровые, шофера привезли, там взяли конструкции и сварганили, чтобы накрыто было. И вот этого окопа, отца нынешнего, мы туда приходили опять каждое утро пить кофе. Потом как-то говорят президенту, слушай, говорит, премьер-министр каждое утро на Брехаловке, а там такое говорят. Ну, Лайсагой, вечная ему память. Ну, что, говорит, на Брехаловке ты делаешь? Я говорю, кофе пью. Я 7:30 прихожу, до 8 пугов, 8 я на работе. А они там, говорит, склоняют мое имя. Лайсагой говорит, ну, неправда. Пойдем послушаем. Он говорит, пойдем. Ну, мы с ним, значит, выходим на Брехаловку, все. Он нормальный был, доступный человек и понимал эти вещи. Подходим, ну и собрались, конечно, пришел президент, Владислава уважали, любили. Это, говорит, здесь на Брехаловке вы, говорит, косточки промываете нам, политикам и так далее. Один из них выходит, говорит, знаете, Владислав Ильич, мы вас очень любим, говорит. Но вы не обольщайтесь. Мы здесь критикуем Клинтона, Ельцина, Ширака. На уровень абхазской политики мы не опускаемся. Он говорит, идем отсюда. Вот это Брехаловка. Вот это Брехаловка, где собираются простые люди. Туда, вот я раз или два в месяц бывает, в субботу, воскресенье почту отпишу. С почты собирается много, и потом туда. Ну там тоже, ну сегодня же рабочий день, потом они не ожидали меня. Обычно в субботу они собираются с утра или в воскресенье. И тогда там большие встречи у нас, пресс-конференции. Наверное, это тоже нужно. Это как жень, сижу я на Брехаловке, лето, прошлый год, и две дамы проходят. Туда прошли, сюда прошли. Отдыхающие вижу. Потом одна подходит, говорит, извините, говорит, это вы? Я говорю, да, это я. Они говорят, ой, батюшки, можно с вами сфотографироваться? Я говорю, ну давай. Вот это и есть Брехаловка. А сколько еще будет жить Брехаловка? Я думаю, что долго. Пока есть сухумцы настоящие, она будет жить. И в Сухуме меняется ведь, понимаете как? Одно дело, когда ты человек, который вырос в этом городе. Вот для тебя набережная, Брехаловка, это очень много. Другое, когда приехали люди, которые, ну, у них нет этих традиций. Я когда в Очимчире начал работать секретарем райкома партии, мне было 32 года. И я решил создать такую же Брехаловку на берегу, построил хорошее кафе и так далее. Начал с утра туда приходить, никто не приходил. Эта традиция не прижилась. 7 лет я там работал, ходил, думаю, ну научу, чтобы приходили на Брехаловку. Люди общались, встречались, красивое место на берегу. Ничего не получилось. Здесь своя традиция, она прекрасная. Вот вечером же вы на берег выходите, правда? Сколько народу, да? Вот. Это традиция сухумская. С студентами выходили, куда идти в Сухуми? Ну, вышли на набережную и пошли. Дошли до этого порта, значит, отметились, чтобы дошли и назад. И вот кульпа такая. В свободное время очень люблю я охоту, я птичник. Хотя за последние 6 лет так пару раз удалось вырваться. Вот, я очень люблю бывать на городовом хозяйстве. Я говорил вам, я вырос в городе, родился, учился, но я больше всего люблю село. Свое хозяйство там, отцовское хозяйство.
Я люблю копошиться в огороде, я люблю ездить на тракторе. У меня есть квадроцикл, я экстремал вообще по жизни. И когда я куда-то выезжаю, вот охрана начинает беситься и бегать за мной по всем пригоркам, искать где и что. Ну, я очень люблю людей, я очень люблю гостей. Я выезжаю туда, в субботу-воскресенье, супруга накрывает стол всегда на 20-30 человек, приходят все пообщаться, и там расслабляешься. Там нет телекамер, там нет телефонных аппаратов, там нет фотоаппаратов, там расслабляешься. Мне это нравится, и самое главное, что всегда говорил, наверное, я счастлив, что такую сложную жизнь прожил. Где бы я ни был, везде проходил через войны. Я прошел через конфликты и войны в 89 году, 82 год, 98 год. Во времена событий в Цхинвале здесь была непростая ситуация, в Кадорском ущелье. Я горд, что я родился абхазцем, что я вырос в этом государстве. И великая благодарность всем, кто в самые сложные времена помог нашему народу выстоять. Это Российская Федерация, это наши друзья здесь рядом в Краснодарском крае, это все те, кто, когда было очень тяжело, были рядом. Поэтому я всегда буду им благодарен. Это люди сегодня мои друзья, мы дружим с семьями, и с Александром Николаевичем Ткачевым, президентами Северокавказских республик. Это, я уже не говорю о российском руководстве. Это люди, которые были рядом и помогли в тяжелейшие времена. И у человека должно быть одно качество всегда самое главное. Он должен уметь благодарным за все. Даже если ты политик и президент.